Вечер. Меня зовут Коневская Татьяна. Я кандидат в депутаты по Гомельскому советскому округу номер 34. Хочу начать свое выступление вот с этой таблички. 328. Это не просто цифры. Это статья Уголовного кодекса за наркотические преступления. У нас в Белоруссии она называется уже народной. С 2013 по 2019 год по этой статье осуждено 18 895 человек. Это взято из сайта МВД, статистика. В основном это молодежь от 16 до 35 лет, которая, начиная с 2012 года, абсолютно свободно приобретала курительные смеси, которые наше правительство не контролировало, не запрещало. Никто на этом, а кто-то на этом зарабатывал огромные деньги и оставался безнаказанным. И тут происходит страшное. Наши дети под воздействием этих легальных курительных смесей стали выкалывать себе глаза, выпрыгивать из окон, умирать. Только тогда власти спохватились, и в декабре 2014 года был подписан декрет об ужесточении мер наказания по статье 328. И тут началось. Оперативники начали выполнять план по задержанию наркопреступников, иногда сами провоцируя молодежь к покупке. Появились провокаторы, судьи перестали пользоваться законом. В тюрьме реки потекли из детей, которых когда-то накормили спайсами. И те, кто эти спайсы привез в нашу страну, остались на свободе. Я хочу показать вам одну схему, которую я показывала и главе администрации Качановой, и генеральному прокурору Конюку, и начальнику наркоконтроля Казакевичу. Это схема, которая показывает, что есть кто-то, есть мелкие оптовики, есть крупные оптовики, есть закладчики и потребители. Так вот, в тюрьме сидят только закладчики и потребители. У меня вопрос, почему в тюрьме не сидят вот эти люди? Почему? Все в один голос говорили, и Качанова, и генпрокурор, и наркоконтроль, что да. И президент нам говорил, что мы мелочевку ловим. Так что ж получается? Я, простая кухарка, эту схему понимаю. Президент эту схему понимает, а следователи не понимают и продолжают выполнять свой план по раскрытию особо опасных преступлений. Судьи не выполняют, не понимают эту схему, а штампуют дела как под копирку. За 5 лет этого беспредела почти 19 тысяч осужденных и только 2% оправдательных приговоров. Для того, чтобы власти начали это понимать, мне и еще 14 матерям пришлось устроить голодовку. В стране для жизни матери устраивают голодовку. А после голодовки я столкнулась с другой проблемой, это депутаты. Сегодняшние депутаты назначаются и работают для власти, а не для людей. Они принимают только законы, которые спускаются сверху. Так зачем нам такие депутаты? Если в парламент по-прежнему будут попадать только назначенцы, которые не в состоянии понять проблемы простых людей, то наших детей по-прежнему будут сажать в тюрьмы на большие сроки, как бесплатную рабочую силу, и уголовные дела будут фабриковаться. А суды будут нести только карательную функцию. У меня достаточно сил, чтобы помочь десятки тысяч гражданам моей страны. Я хочу иметь депутатские возможности, чтобы провести реформу судебной и правоохранительной системы, чтобы судьи избирались, а не назначались, чтобы законы работали для всех, чтобы адвокаты не зависели от исполнительной власти, чтобы реально работала система обжалования, чтобы условия содержания не унижали человека, чтобы наказание было соизмеримым совершенному преступлению. Дети не должны сидеть в тюрьме, они должны находиться дома рядом с родителями. Приходите 17 ноября на выборы и проголосуйте за Коневскую Татьяну, кандидата из народа.